и мне 30 лет, я вообще еще тот. И мы понимаем, что мы где-то проигрываем, мы тренируемся, и потом снова идем в бой. Старики идут в бой. Меня зовут Баир, обычно просто Баир, а так Дамдинжапов Баир Жамсоевич. Должность моя звучит как председатель Федерации компьютерного спорта Республики Саха-Якутия. Также я являюсь представителем Федерации компьютерного спорта России здесь, на территории Якутии. Киберспортсмен — это такое понятие, тот человек, который старается играть в игры правильно. На самом деле, потому что спорт, я могу процитировать некоторые слова, которые я прям заметил, и они мне прям запомнились. Олимпийские игры. Это же не говорится олимпийский спорт. Говорят олимпийские игры. То есть весь спорт — это игра. Соответственно, у нас это тоже игра, где есть равные правила, где есть пространство, для равных условий игры. И, соответственно, мы там соревнуемся. Компьютерные игры бывают разные. Есть командная, есть одиночная, есть логическая. В целом уже многими людьми доказано, различные ученые проводили разные эксперименты на различных фокус-группах. Даже мы провели в свое время на школьной лиге в прошлом году такой эксперимент, что мы посадили наших киберспортсменов, мы взяли ребят из гуманитариев и провели тесты на освоение современных программ, которые сегодня используются во всем мире. Miro, Figma, какие-то Photoshop, Adobe, всякие различные примеры. И засекли время и дали задания. Также у нас есть такое понятие, как поиск в сети интернет. Дали команду старт, наши все победили, то есть киберспортсмены. Они больше сегодня ориентируются во всей этой цифровой среде, потому что для них это понятно, все для них понятно, где они находятся, что им нужно и как себя вести. Они общаются со всем миром, то есть с точки зрения развития, я думаю, командная игра, командное понимание, очень сильно развивается. Стратегическое мышление очень сильно развивается. То есть, в принципе, геймеры, так называемые, они в этом плане должны преуспевать. Я в это даже очень сильно сам верю, потому что я сам по себе тоже геймер. И уже даже сегодня мы играем, уже дядьки такие за 30 лет собираемся и стараемся делать все правильно. Есть стандарты регламентированные, 14+, официальные соревнования можно проводить. Но мы и пробовали и ранее, с 10+, тестировали с 12+, с 14+. Все-таки я к выводу, что лучше начинать с 14 реально, потому что в 10 для него это просто... мы не сможем объяснить ребенку в 10 лет, что играть нужно правильно. Для него это просто фан, он это поделал, то поделал, он еще конкретно не делает совершенных действий каких-то. К 12 лет он такой только уже понимает, начинает коммуницировать с различными, и пытается найти себя, возможно, что ему больше нравится. В 14 лет ребенок уже может осознать, действительно, это его или не его, и пытается быть лучше в том, что он делает. И как раз на этом пике в 14 лет мы можем находить чемпионов и создавать из них каких-то реально хороших представителей во всем мире, какие-то, чтобы он показывал крутые результаты. Все-таки 14-18 лет — это самый тот возраст для карьеры в компьютерном спорте. Обычно уже от 18 до 25 это уже надо достичь либо чего-то, чтобы карьера дальше шла, либо уже меньше шансов, вероятности пробиться на профессиональную сцену в мире. А уже 25+ уже почти уже ветераны. У нас так. У меня у самого IT-компания, мы часто работаем с молодежью.
принципе, и ко мне взрослые люди приходили, с нуля начинали. Я бы не сказал, что там реакция, какие-то такие навыки теряются. Нет. Скорее всего, это больше в том, что в нашей жизни становится больше чего-то там разного. Семья, какие-то интересы другие появились, да, то есть наша жизнь стала насыщеннее, и, соответственно, мозг не может равноценно свои силы тратить одинаково на все. Поэтому, скорее всего, уже компьютерные игры более уходят на второй план. Но есть уже живые кейсы, да, вот, допустим, мы с венчурной компанией Якутия и с юными якутянами в 2019 году создали школьную летнюю смену, киберспортивный лагерь. Кстати, вторые в России вообще смогли реализовать такую практику. И что мы заметили, там дети уже с 10 лет правильно это все почувствовали, да, на себе, реально там тренировки, тренера были, командная игра, вот это ощущение соревнования, да. А потом в следующем году была школьная лига, и представляете, они, вот эти ребята, которые были там, собрали команду и заняли первые места, то есть уже в 12 лет, да. А сейчас они уже попали, им по 13 лет, они уже сейчас в наших, так сказать, элитных чатах, где сидят профессионалы и наравне с ними соревнуются, да. То есть я думаю, что, скорее всего, вот оптимальный возраст 12-14, чтобы показать прям вот способности. Ну, сегодня официально признанные виды спорта — это Dota 2, получается Clash Royale, Hearthstone, FIFA имеется, там еще различные игры есть, но я из самых популярных озвучил. К сожалению, у нас самая популярная игра в Якутии — это Counter-Strike, но она не является официальным видом спорта, она является как любительский спорт, можно приравнивать, да, и сейчас она больше уходит в военную тематику. Ну, самый популярный чемпионат у нас, скорее всего, это Dota 2 было в мире, потому что там самый большой призовой фонд. Вот недавно команда из России, Team Spirit, вызвала настоящий фурор в нашем комьюнити, да, и что мне лично понравилось, что там есть парень, который близок к нам, можно так сказать, но он с Тувы, но все равно это как бы дальний регион России считается, и он смог все равно пробиться на самую настоящую, стать топ-1, да. Я думаю, что на самом деле и мы сможем скоро уже попасть в настоящую профессиональную лигу и показать, ну, хорошие места на крупных мировых чемпионатах, да. Ну, на самом деле у нас уже в прошлом году на Кубке России, точно, или Чемпионате России, якутянин занял первое место по Доте 2. Роман Керенский его зовут, он начинал у нас, там с какого-то года, с 15-го года мы проводили такие локальные чемпионаты, он там начал показывать хорошие результаты. Это только один пример, у нас есть второй, Лефитан, так называемый, в принципе, его уже берут и в Тир-1 команды, у него уже идут различные офферы, у нас был Вавантус, и, в принципе, уже много игроков, которые уже так или иначе взаимодействуют с Тир-2, Тир-1 лигой. То есть, грубо говоря, все вот эти соревнования, которые мы проводим, они больше направлены на то, чтобы дети смогли найти себя и почувствовать, что они могут. Да, блин, есть эта разница. Честно, вот поделиться, да, своей историей. К сожалению, вот, когда этот пик интернета к нам пришел в Якутию, да, это какой год это был? Появилась ланка, появились первые игры, и некоторые реально ушли с головой в игры, да, на тот момент. Это страшная эра была, и они прям жили играми, на все вообще забивали, как бы, и это было страшновато. Но потом это, как сказать, прошло, то есть все привыкли к этому, появились уже другое поколение, стало лучше, да, и в принципе сейчас нет такого, что если я там играю, то я забиваю на все, да, потому что сейчас мир такой же, информации много, да, мы можем находить чем заниматься, ну, сам человек. Раньше такого, конечно, не было, было меньше информации вокруг, и как бы фокусировки меньше было, да, вот чисто туда уходил. Сейчас, в принципе, я не вижу такого тенденции, как ранее, то есть, грубо говоря, он играет, он по-любому еще и учится, что-то успевает, и с друзьями погулять. Таких прям примеров я уже сейчас редко наблюдаю, но они есть, к сожалению, да. Некоторые просто играют,
и стоят на одном уровне в этой игре, потому что невозможно повышать свой скилл, так называемый, не соревнуясь с другими, не видя, что есть лучшие ребята, у которых хороший подход. Все сегодня профессионалы говорят о том, что нужно следить за собой, нужно находить баланс между отдыхом, учебой, семьей, друзьями, работой. И если я хочу добиваться результатов, я должен к игре относиться тоже серьезно. То есть у меня должны быть какие-то стратегии, я должен тренироваться, что-то экспериментировать, пробовать и стараться соревноваться. То есть основная разница, скорее всего, это к подходе к делу. То есть я могу либо просто этим заниматься, либо я могу чуть с интересом заниматься с этим, да, и получать еще больше удовольствия от игры. На самом деле от игры же нужно получать удовольствие тем, что я занимаюсь и вообще в жизни, да. Тут тоже так же. Поэтому надо играть в игры правильно. Мы за это. То есть мы создаем условия для детишек, для различных людей, чтобы они старались почувствовать вот эту самую атмосферу драйва, и, возможно, кто-то из них научится делать себя лучше и стремиться к высоким результатам. Но вот это самый такой момент, который многим не нравится, но действительно, чтобы добиваться результатов, надо где-то по 8 часов точно сидеть. Ну, то есть там у тебя по-любому тоже должен быть обед, у тебя должна быть рефлексия в этот момент, вы должны поговорить с командой, обсудить тонкие места, если мы говорим о профессионалах. А так, для любителя 8 часов — это много, это ужасно много, провести столько времени за компьютером, это неправильно. Потому что вот сколько я видел, те ребята, которые вот играют, они потом спускаются вниз, потому что так нельзя делать, надо тоже жить, надо рефлексировать, надо уходить, надо встречаться с друзьями и с новыми силами заходить в игру. А когда в игре человек проводит много времени, силы из него уходят, и он не показывает там результат, то есть я считаю, это потеря времени. Минимальный старт, как сегодня говорят, $1000. То есть это вот тир 3, тир 2, они начинают уже от $1000 зарабатывать в месяц. А из чего вот складывается их заработок? Ну, из чего? Надо показывать хорошие результаты, потому что если я что-то выигрываю, то ко мне падает процент. Обычно это у многих 50%, то есть мы там выиграли $10 000, 50% там это идет на команду. Да, в начале крупные команды уже там платят больше, потому что игроки становятся именитее, то есть игрок уже не согласен получать 50%, ну, то есть на команду делить. Вот все зависит от разных условий, то есть разные истории. Точно не могу ответить на этот вопрос. Ну, я вот честно очень рад, что наконец-то в целом то, что у нас есть гаджеты у всех, у нас есть интернет, у нас много море информации, люди стали любить себя больше, как бы они стали следить за собой, да, и понимать все-таки, что без этого никак. То есть надо следить за собой, надо стараться правильно там кушать, что-то делать, да. У меня анекдот в голове всплыл там. К стоматологу пошел, говорит, 2 часа не кушай, гастроэнтеролог говорит, там еще что-то 2 часа не кушай. А когда жить-то, да? Ну, это шутка такая, но на самом деле надо соблюдать вот это все, чтобы был баланс, и чтобы у тебя были силы показывать результат. Потому что результата не будет без личностного роста, без личностного становления, без таких элементарных вещей. Я думаю, любой спортсмен, вообще не только компьютерного спорта, подтвердит мои слова, что в любом случае баланс должен быть всегда. Это самая такая ключевая тема, очень, которая ее мусолит уже очень много. Я постоянно об этом слышу. Но честно, я не могу точно ответить, потому что не специалист в этой области, я там не научный какой-то, не проводил такие исследования. Но я думаю, если относиться ко всему правильно, да, если у ребенка есть хорошее воспитание, если ему объясняют элементарно какие-то вещи, ребенок не абстрагируется от своей семьи, не находит что-то там для себя опасное или еще что-то, да, непонятное, он всегда открыт, он счастлив, то у него не должно быть проблем, потому что все равно это, скорее всего,
где-то мы там теряем с ребенком связь, в какой-то момент он что-то там находит, он там, сейчас же как, если я что-то нашел, если я говорю эти слова, интернет-реклама или вот это все на это и будет тебя давить и создавать все больше слоев вокруг тебя. Поэтому очень важно, как сказать, какой вопрос задает сам человек, такие ответы он и получает, и в интернете точно так же. То есть, условно говоря, я думаю, что надо просто как-то, наверное, следить за ребенком тоже, да, чем он интересуется, нормально ли у него все, выговаривается ли он. То есть это больше, наверное, психологический момент. Это не связано с чем он может заниматься, да. То есть я считаю так. Мы вот сейчас прошли дальневосточный этап, мы провели школьную лигу, наши школьники сейчас на Дальнем Востоке первое место заняли, прошли дальше на финал, у нас в декабре финал. Мы в прошлом году, школьники наши, победили всю Россию, 1000 школ там участвовало. В принципе, я думаю, у нас высокие результаты в целом на Дальнем Востоке точно. Конечно, мы не можем конкурировать там с крупными регионами, как Москва, там Питер, Татарстан, потому что у них все-таки условия лучше. Пинга, там эта экосистема чуть развитее, потому что там как-то больше стейкхолдеров, которые развитие. У нас пока на данный момент все только начинается, но мы уже идем в верном направлении. Так что я думаю, скоро мы покажем еще больше, лучше, больше результатов, так сказать.